Приветствую вас на своем YouTube-канале. В этом видеоролике вы узнаете про выдающихся ингушских изобретателей и ученых, внесших свой вклад в развитие науки и сделавших мир чуточку проще. Малочисленный ингушский народ всегда славился немалым количеством талантливых представителей своего народа в той или иной области: художниками, писателями, музыкантами, спортсменами, отличившимся в военной сфере и так далее. Ингуши также достойно проявили себя и в области науки, совершили некоторые научные открытия, подарили миру усовершенствованные изобретения. О них мы и поговорим. Ахмед Шадиев. Ахмед Шадиев – изобретатель и предприниматель из Ингушетии, создавший уникальную технологию промышленной обработки рыбьей кожи. В 2011 году создал фирму Шади, первую в мире фирму, которая основывается на производстве изделий и одежды из рыбьей кожи. Ассортимент кожи рыб поражает не только богатой цветовой палитрой, но и разнообразием видов. Семга, форель, белый амур, сазан, осетр. Рыбья кожа имеет ряд преимуществ перед кожей млекопитающих. Она тонкая и эластичная, при этом прочнее и качественнее любой другой кожи. Она имеет экзотичный внешний вид, ее можно покрасить в любой цвет, и область применения этой кожи очень велика. В фирме Ахмеда Шадиева производит различные аксессуары, изделия и одежду из рыбьей кожи, включая туфли, ремень, кошельки, куртки, платья и даже картины. Помимо России и ближнего зарубежья, Шадиев планирует развивать новые направления кожевенной промышленности в Норвегии, Португалии, Вьетнаме. По словам самого изобретателя, оригинальной продукцией из рыбьей кожи уже заинтересовались известные бренды, включая Роберто Боттичелли и Сваровский. Аслан Мисмурзиев. Аслан Мисмурзиев, ученый-химик, совершил некоторые научные открытия в области химии, преподает в Норвегии, в престижном университете, автор более 50 трудов, опубликованных в международных и российских научных изданиях, в том числе 3 международных патентов, докладчик и участник ряда международных и российских научных конференций, лауреат конкурса «Лучшие инновационные проекты». В 2011 году работа Мисмурзиева Аслана была представлена к защите в Норвежском научно-технологическом университете. Представленная Асланом Мусаевичем научно-исследовательская работа была высоко оценена Академической аттестационной комиссией, и в этот же день решением научно-аттестационного комитета ему была присуждена степень доктора химических наук. Зулихан Томава. Зулихан Томава, ученый-физик, работает докторантом в университете Мэриленд, штата США. С отличием окончила физико-математический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова и поступила на аспирантуру в США в университет штата Мэриленд. Область научных интересов Зулихан Томавой лежит в таком направлении физики, как квантовая электроника. Моя работа включает разработку новой технологии создания компонентов электронных устройств на базе полимеров. Обычно полимеры находятся в гелеобразном состоянии, но под воздействием лазерного излучения они затвердевают. Моя цель — улучшить технологию для создания компонентов наименьшего размера, рассказывает Зулихан. За свою научную карьеру в Америке Зулихан Томава получила 2 патента и опубликовала 3 научные статьи. В 2017 году защитила докторскую диссертацию в Мэрилендском университете на тему улучшения разрешения техники литографии, основанной на видимом свете, и получила звание доктора физических наук. Сейчас научная группа Зулихан занимается разработкой материалов, которые позволят сделать те же планшетные компьютеры тонкими, как лист бумаги. Муса Мальсагов. Муса Султанович Мальсагов – первый ингушский конструктор ракетной и авиационной военной техники. С отличием окончил Московский физико-технический институт и Московский авиационный институт. Свой дипломный проект «Разработка фронтового истребителя-бомбардировщика с вертикальным взлетом» он защитил на «отлично». Вместе со своим руководителем, дважды Героем социалистического труда Павлом Сухим, принял непосредственное участие в разработке истребителей Су-7, Су-9, Су-15 и других самолетов.
руководил испытаниями на полигоне Капустиняр, был членом Государственной комиссии по приему на вооружение ракетных комплексов, руководил техническим летным испытанием ракет для атомных подводных лодок стратегического назначения. С 1975 года он ответственный представитель генерального конструктора на Тихоокеанском флоте, наблюдающий за эксплуатацией ракетных комплексов. На атомных подводных лодках Муса Султанович – заслуженный испытатель ракетно-космической техники с присвоением именного морского кортика, заслуженный машиностроитель, лучший инженер отрасли, почетный работник Министерства транспортного машиностроения. Рюрик Охреев. Рюрик Охреев и его брат Тамерлан изобрели усовершенствованный, улучшенный и самый экономичный роторный двигатель. В их разработанной модели роторного двигателя нет ударных механизмов, что дает возможность собирать его из керамических материалов, а также полностью решена проблема перегрева. Основными достоинствами модели роторного двигателя Охреева можно назвать экономичность, бесшумность, компактность и дешевизна аппарата. Изобретение Охреева относится к области энергетического машиностроения и может быть использовано во всех областях, где применяются двигатели внутреннего сгорания. Тагир Аушев. Тагир Аушев – доктор физико-математических наук и проректор по научной работе и стратегическому развитию Московского физико-технического института. Единственный ученый с Северного Кавказа, удостоенный звания профессора Российской академии наук. Тагир Аушев прославился как успешный руководитель андронных коллайдеров в Японии и Швейцарии. Автор более 500 научных публикаций, посвященных исследованиям нарушения асимметрии свойств тяжелых адронов, в частности, экзотических состояний, методики эксперимента и других процессов. Аушев провел ряд успешных исследований в области физики элементарных частиц, многие из которых являются самыми точными в мире, и благодаря которым ингушский ученый совершил научные открытия мирового масштаба. В частности, руководил важнейшей научной группой, занимающейся исследованием эффекта нарушения симметрии в распадах бемизоонов. Результаты, полученные в этой группе, позволили подтвердить теорию Кобаяши и Москавы, за которую ее авторы, японские ученые Макото Кобаяши и Тосихиде Москава, получили Нобелевскую премию по физике в 2008 году. То есть, именно благодаря успешным исследованиям ингушского ученого двое японских ученых стали лауреатами Нобелевской премии. Тагир Аушев имеет высокий международный авторитет, результаты его работ опубликованы в реферируемых журналах и широко цитируются. Он более 20 раз выступал на престижных международных конференциях по физике в США, Великобритании, Израиле, Китае и других странах. Магомед Сагов. Магомед Сагов – доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук, норвежский ученый и изобретатель. Будучи 4-летним ребенком, пережил депортацию в Казахстан. В Казахстане окончил школу с отличием, а затем и университет. Стал автором 3 научных открытий и более 50 патентов на изобретения, которые, к сожалению, в России не были оценены из-за националистов в патентных бюро, и ему для реализации своих идей пришлось перебраться в Норвегию, где он стал востребованным изобретателем. Изобретенный им насос по перекачке нефти и любой жидкости произвел революцию в науке, и особенно в нефтяной отрасли. Насос Саагова позволяет поднимать жидкость на высоту 100 метров, в то время как другие насосы, еще со времен Архимеда, поднимали жидкость только на 10 метров. К тому же, в 1594 году Галилео Галилей вывел постулат, согласно которому столб воды, который может вытянуть любой, даже сверхмощный насос, не бывает больше 10 метров. Установленный Галилеем 10-метровый предел никому из инженеров и ученых не удалось превзойти за прошедшие 400 лет. Никому, кроме Магомеда Саагова, придумавшего насос, поднимающего жидкость по вертикальной трубе более чем 100 метров. Его прозвали человеком, который перехитрил самого Галилея. Понимающие толк в нефтедобыче норвежцы сразу ухватились за изобретение Магомеда Саагова, которое позволяет выкачивать из пластов практически всю нефть, в то время как при других методах в пластах ее остается примерно половина. В распоряжении Магомеда целое здание, конструкторское бюро, внушительный экспериментальный цех, контакты с такими гигантами, как Rolls-Royce и British Petroleum. Но самое главное – это уважение.
и возможность спокойно жить и работать. Помимо усовершенствованного насоса, Саагов изобрел колесо, которое не вязнет в грязи и не буксует в сыпучих песках, оно не разрушает почву и не мнет траву, по которым катится. А главное, чем больше на него нагрузка, тем легче оно движется по любой поверхности. За это изобретение Магомед Саагов был удостоен большой золотой медали Брюссельской выставки, по словам самого изобретателя. Ему очень жаль, что Россия потеряла и его новое колесо, и квантовый насос, и еще много такого, о чем мир еще никогда не видал. К сожалению, он прав, хотя Россия прежде всего потеряла великого изобретателя, не разглядев за бесконечными баррелями черного золота и летящими им навстречу нефтедолларами одну из ярких звезд своего будущего величия. А Норвегия взяла его себе и не прогадала.